Мума районун крайы үйретер түмен тыынчы тоғыз агуон сетте сыллаққа тәрелебіде. Ол кәнеттен тәрелеғаттен ала бұл күн бүгінігер үлелі қамсы хиджабыт бейге түмел бітігер опсая түйт тыынчыктан тақса фондалақпыт. Оноттон самай главный бағаханабыт болар бейге түмел жебит туспа бейбит желя ортақ болық бұдың бағарабыт. Оноттон bu ülebit kamnaspıttuğundan kılgastık bilhinlere bollakka bigi bıyıl bütün Respublika ödünen tümeller konkurslarıgar kıttığını ılbıppıt ondan şüvey gördüğüler Лучший сельский музейден атын сөктүбүт быйылгы жылга ондан культура национальный проектка кыттаммыт миллионтан тақса суммаға субсидия ыллыбыт быйылгы сылбыт сетихитинен оннан ол субсидия бытынан билеген быйыл конкурс билдерилмит аукцион билдерилмит витриналары саңа онна тоқтарылары тақпыт музейный остоллары ылық тақпыт оннан аны түйінін бейге бейбит музей сеңәрелчилери музейде сылжап жомбутун саңа көстүлдә көрүнә көрсөттүн керелер.
Мы сегодня в гостях в Момском краеведческом музее. Вам маленечко покажу сюжет. Вот здесь на первом плане палеонтология. Кость мамонта. Ларев Юрий Михайлович, рабочий совхоза Момский. Подарен в 1993 году. Такие вот находки. Череп шерстистого носорога. Отсутствует нижняя челюсть. Круто. Вот тоже кости мамонта. Здесь у нас наперсток, скребок самодельный для обработки шкур, часовые. Костюм удаганки принадлежала Христине Петровне Корякиной Голиковой. Передана в дар музею от дочери Марии Прокопьевны Федотовой в 90-е годы. Ровдуга, ткань, мех белки, горностая, оленя, росомахи, бисер, бусы, металл, подшейный волос оленя, цветная нить, шитье, вышивка, аппликация, ковка. Такой вот костюм. Голикова Христина Петровна, 1893-1988 год. Христина Петровна Голикова Корякина родилась в 1892 года в местности Нуркисик, эвенский язык, теперь Киселях Эльгейского улуса, Якутии. Христина Петровна занималась охотничьим промыслом и оленеводством. По воспоминаниям дочери Марии Прокопьевны Федотовой, Христина Петровна была в единстве с природой, интуитивное понимание, восприятие природы как матери, обращение к ней как первой помощнице, спасительнице помогли моей маме воспитать детей своих с рождения выносливыми в суровых условиях севера и крепкими людьми. Христина Петровна была удаганкой, лечила людей от разных болезней, детей лечила своим нежным голосом. Она была от природы мудрым человеком, очень тонко воспринимала детскую психологию, верно улавливала мелодию детской души. Такое чутье не каждому дано. Эта неповторимая мелодия вплетена в саму природу кочевой жизни. Она и в дыхании оленя, и в скрипе нартенных полозьев. Вот такой вот костюм ее. Уникальная вещь, чисто из Ровдуги. Вот картина маслом. Так. Нюхон Тюбелях Киргеле. Григорий Григорьевич Саркомов. Поступление в 2016 году. Холст масла. Вот еще картина. Момские горы. Мамонтовая фауна. Так, проходим дальше. Сигик Урях
саркому. Смотрите, какая прекрасная картина. Тут у нас машина швейная, фабрика Осса, имеет деревянную крышку. Верхняя часть машинки имеет повреждения, отсутствует дно. Коробка деревянная. Малахит. Украшения по бокам шнуровидным орнаментом. Дерево, резьба. Такие великолепные картины. Природа Мумского района. Ружье. Кремниевые с шомполом. Такое вот. Лыжи охотничьи, обтянутые камусом. Лук самострел, черкан. Приспособление для ловли горностая. Дерево, тетива из конских волос, гнутье, длина 36 сантиметров. Рюкзак самодельный. Дерево ровдога, высота 50 сантиметров. Веревки из ровдоги тоже. Вот такие вот. Люлька детская, якутская. Дерево ровдога. Ручка из стальника. Девинская люлька. Макеты нарты. Сети рыболовные. Такая вот старинная утварь. Тут еще есть коробка деревянная, сундучок. Такой вот. Кубок церковный. Ручная вышивка. Самовары. Это самовар Баташовых. Аня Телли с медалями. Большие самовары. Огромные. Чайники, чугунки. Все такое. Колокольчик деревянный. Канулджа. Дощечка с подвесками бубенцами. Самодельный колокольчик для оленей. Седло оленя вьючное. Такое вот. Конская подпруга. Колдун. Ух ты, это серебряное седло. Седло
конское, мужское, дерево, металл, ровдуга, литье, ковка, гравировка, резьба, украшена растительным орнаментом 1918 года. Принадлежал Слепцову Ивану Прокопьевичу. Вот такое вот. Крючок передней луки седла. Распределитель оленях построек. Стремя конское. Фрагмент луки мужского седла. История Мумского района. В 1930 году вышло постановление Президиума ЦИК об организации национальных округов и районов на территории проживания северных малочисленных народностей. В 30-х годах из архивных документов высказывались мнения об объединении территорий нынешнего Абыйского, Мумского и Аймаконского районов и в один Индигирский район. Также предполагалось объединить территорию Момского и Янского районов, но учитывая большую отдаленность, разбросанность, в 1931 году приняли постановление об образовании отдельного Момского района с центром в селе Хану. Этот день считается днем образования Момского района. Одни из первых комсомольцев Корякин Николай Ильич после окончания учебы. Момская ячейка ВЛКСМ первого созыва 14 сентября 1940 год. Вторая сессия первого созыва МРСДТ апрель 1940 год. Передовики производства 50-е годы. На собрании колхоза. В списке почетных граждан Момского района. А тут на этом стенде достопримечательности района. На первой фотографии вулкан Балагантас. Вид с большой Момской наледи. Вулкан Балагантас. Летний вид. Горы Советская Якутия и Белый Парус. С отрога горы Победа. Большая Момская наледь. Ледник Чук вершинный. Наледь Улахантарын. Экструзивный купол Урасахая. Пантелеймон Васильевич Никифоров. Православный священник. Снимок 1941 года. Мария Федоровна Никифорова. Супруга выпускницы Якутского епархиального училища 1885 года рождения. До революции на территории района была одна церковь и часовни, и 3 часовни. Кроме попа не было грамотного человека, не было ни школ, ни больниц. Население было разбросано по всей территории района. Там, где можно было охотиться и рыбачить, содержать домашний скот. Вот такой вот вид был до революции. Так, 14-й выпуск Якутского епархиального училища, 1911 год, в центре епископ Якутский и Вилюйский Макарий. Сидит второй слева, отец Михаил Никифоров. Михаил Пантелеймонович Никифоров.
Старший сын, отличник просвещения РФ, почетный гражданин Усалданского района. Потомки Никифорова. Мария Пантелеймоновна Никифорова, Льдова. Анна Пантелеймоновна Никифорова. Момская Николаевская церковь, где служил священник Пантелеймон Никифоров. Церковь и сейчас тоже функционирует, эта церковь историческая. Это образцы печатей, то есть копии печатей князцов, князей тех лет до революционных времен царизма. Так, Григорий Пантелеймонович Никифоров, участник Великой Отечественной войны. У нас вот такие вот иконы. Угу. Кстати, вот на территории Момского района есть Спасо-Зашиверская, Зашиверск. Если вкратце рассказать, там стоит Спасо-Зашиверская церковь. Установление памятного знака первопроходцам и жителям Зашиверска. Делегация Момского района, август 2009 год. Исчезнувший город. Церковь. Церковь Спаса Нерукотворного образа является одним из главных экспонатов историко-архитектурного музея Института археологии и этнографии Соран. Это уникальный памятник деревянного зодчества VIII века, представляющий собой разновидность северорусского храма. Первоначально Спасская церковь с звонницей была построена в 1700 году в Зашиверске. Сейчас ее перенесли. Спасо-Зашиверская церковь до реставрации на берегу Индигирки, фото 70-х годов прошлого века. Про Зашиверск это уже отдельная тема истории. История исчезнувшего города Зашиверска. Вот. Поэтому история Момского района уходит далеко в корни, начиная от Зашиверска с 1700-х и до 1700-х годов еще. Тут у нас стенд якутской утвари, берестяные туеса, деревянные катая, прошлого 19 века. Это дореволюционные. Так, деревянная ложка с узором на ручке, хамыях, резьба. Вот мутовка лежит. Такие. Ножницы самодельные, металл, ковка, изготовленные старинными мастерами.
Коробка деревянная с крышкой, овальная. Сумочка из рыбьей кожи. Нагрудное женское украшение гривна. Фрагмент. Литье, штамповка, гравировка, чеканка. Автор неизвестен. Комплект женского украшения бастына и линкебегер. Чеканным узором, ручная работа. Комос принадлежала церковной Кларе Ивановне. Изробленные кожаная сумочка, торча, замок самодельный, вот такие вот предметы утвари интересные, веревки из конских волос, орнаменты на тормоза, доска для раскройки меха, кедерень, чучунбах, пороховницы. Смотрите, из рога крупного рогатого скота с кожаным для хранения пороха, с меркой. Такие вот, оказывается, вот так вот хранили, оказывается, порох. Уникальные вещи. Так, дальше идем. С этой стороны у нас тоже предметы утвари, ружье. Это, по-моему, тугах называется, петля для ловли зверьков. Мома, колыбель женской культуры. Достопримечательности. Так, дальше тут у нас протоколы, спортивная гордость Момского района, образование, культура. И вон там фотографии природы Момского района. Герб 50 лет. Здорово, здорово, здорово. Экспозиционный зал. Михаил Николаевич Черемкин. Лошади. Вот фотографии. Зашиверский острог, находившийся на территории современного Момского района, был заложен отрядом русских землепроходцев под руководством постника постника Иванова Губаря в 1639 году. Зашиверск – загадочный русский город за полярным кругом. Якутская Помпея – город с трагической судьбой. Он имел свои периоды расцвета и упадка. Однако вплоть до начала XIX века он был одним из форпостов русского влияния на северо-востоке Якутии. Отсюда руководили обширным краем, собирали ясак, здесь снаряжали экспедиции, проводили шумные ярмарки, крестили местных жителей.
Спасо-Зашиевская церковь с колокольней. Зашиевский тогунан номохтор денькиниге тахсыбыт. Город Зашиевск. Древнерусский город Зашиевск. Вот такой интересный краеведческий музей. Кто побывает в Момском районе, обязательно посетите, посмотрите историю района, предметы быта. Можно воочию посмотреть, какой утварью пользовались в то время